Почему тема искусственного интеллекта касается каждого современного человека? Насколько глубоко он уже вошел в нашу повседневную жизнь? Помогает ли развитию или ведет к деградации? На эти вопросы школьников и студентов сегодня отвечают эксперты в сфере IT в рамках молодежной недели цифровых технологий. Ее тема в этом году «Вычисляя реальность» задает старт для размышления о том, как ИИ становится нашим партнером в познании мира. Сегодняшняя наша тема очень интересная. Искусственный интеллект – это инструмент развития или костыль для мозга? Программист со стажем Магомед Гиреев отметил, большинство людей сталкиваются с ИИ ежедневно, даже не осознавая этого, поскольку алгоритмы работают в фоне. А такие платформы, как DeepSeek и ChatGPT, используются в самых разных сферах – от социальных сетей и онлайн-сервисов до образования, медицины и бизнеса. Все, что вы смотрите, допустим, Google, Instagram, отталкиваясь от того контента, который вы лайкаете, сохраняете, в дальнейшем устраивается ваш контент в связи с вашими предпочтениями. Студенты узнали много нового, и их мнения разошлись. Кто-то уже активно использует ИИ для подготовки к занятиям, а другие принципиально полагаются только на собственные силы. Если ты слишком много задач полностью делегируешь на него и полностью полагаешься на него, не думая сам при этом, то, конечно, это ведет к деградации. Но если ты совместно с ним выполняешь задачи и, как бы это сказать, совместно, допустим, работая над проектом, и он якобы курирует тебя или помогает. Словом, молодежь не просто применяет технологии, а учится критически оценивать их и делать осознанный выбор. Тема была очень полезной, было очень интересно слушать молодого программиста. Он объяснял нам, как пользоваться искусственным интеллектом. Организатором мероприятия традиционно является Российская государственная библиотека для молодежи, которая инициировала ее в 2021 году. Акция реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, портала «Культура РФ», а также ведущих компаний и организаций сферы IT и образования. За все время существования в ней приняли участие порядка 1500 библиотек из 80 регионов России и стран СНГ. Эта тема очень важна для молодежи, потому что дальше именно молодежь должна жить, работать, вообще существовать в цифровом мире. И от того, насколько они будут осведомлены, насколько они будут грамотны в этом вопросе цифровой культуры вообще, зависит их будущее. Современное образование – это поле для экспериментов, где у традиционных методов и цифровых помощников находится место. Молодежная неделя цифровых технологий стартовала в Международный день информации, а завершится во Всемирный день компьютерной грамотности. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магас, 24.